мне в мастерскую, на меня повеяло какой-то необычайной юностью, молодостью, свежестью. Такое впечатление, как будто он принес в мастерскую воздушное пространство. Муса Гайсинович Гареев родился в деревне Илякшиде Илишевского района Башкирской АССР. Окончив 7 классов сельской школы, он поступил учиться в Уфимский железнодорожный техникум. Одновременно занимался в аэроклубе. Молодого, способного учлета быстро заметили опытные инструкторы и преподаватели. После окончания аэроклуба ему предложили поступить в летное училище. В конце 1940 года 18-летний комсомолец Гареев становится курсантом Энгельской школы военных летчиков. Как папа говорит, что слава богу, говорит, все это тоже с детства помню, наверное, говорит, хорошо, что, говорит, потом их перевели на штурмовики, потому что, говорит, эти СБ, к несчастью, они, как папа говорит, как свечки, говорит, горели. Отец пригласил меня во двор и подал лопату. «Зачем, отец?» – удивился я. «У нас есть обычай. Перед дальней дорогой человек должен посадить возле отчего дома 3 яблони. Пока они будут расти и приносить плоды, никакая беда не коснется того, кто их посадил». Так говорили наши деды. И еще, помни всегда, Муса, что ты один из первых башкирских парней, которым Родина дала крылья. Помни это и гордись, сынок. Это, в частности, естественно, на чем отец летал, чтобы потомки там и внуки, и правнуки, и все прочие видели. Вот это Ил-2 еще первых серий. Вот он одноместный, вот, без стрелка. Находился, это когда вот самые страшные потери несли они. Вот эта 9-ка, это вот такой вот они под Сталинград они попали. Это было в октябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны Муса Гайсинович сражался в штурмовой авиации на самолете Ил-2. Вместе со своими боевыми товарищами он бомбил и штурмовал вражеские аэродромы, оборонительные укрепления, танковые колонны, железнодорожные узлы и станции, морские транспорты, артиллерийские и минометные батареи, уничтожал живую силу врага. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, отважный летчик был отмечен многими правительственными наградами. Начав войну в Сталинграде в звании сержанта, он закончил ее в Германии майором, штурманом полка, дважды Героем Советского Союза. Папы ранений не было. В 1943 году у него был снаряд малокалиберный, зенитки, пробил, ну, броню там, естественно, пробил и взорвался прямо в кабине у них. А это же фактически такой бронекорпус, они там, в общем, как в консервной банке, так сказать, находишься. Вот. У него бронеспинка была, вот дядя Саша там ему в спину попал осколок, но, правда, слава богу, там не перебило ничего. Вот. А у него барабанная перепонка, и, видимо, контузия была очень сильная. Когда я вспоминаю о том, как началась для меня война, перед моими глазами всегда встает разрушенный, сожженный город Сталинград, так как я здесь получил первое свое боевое крещение. Под нами уже Волга. За ней сожженная, исковерканная и стерзанная земля. Когда-то здесь был город, говорят, очень красивый. Жаль, что не побывал в нем до войны. Когда прогоним фашистов, обязательно приеду сюда. Вид разрушенного, окутанного дымом пожарищ города наполнял сердце лютой ненавистью к фашистам. Мне было приятно знать, что мой штурмовик несет 400 килограммов бомб, которые через несколько минут полетят на голову врагов. И вот мне как прикрепили молодого в то время парня, воздушного стрелка Александра Кирьянова, с которым я воевал до самого конца Великой Отечественной войны. У Саши Кирьянова было простое крестьянское лицо, внимательные быстрые глаза и широкая добрая улыбка. Он был не только метким стрелком, но и верным другом. Хорошо знал самолет и мечтал переучиться на летчика. Мне помнится такой случай. Хорошо отбомбились по самоходкам и уже пошли домой. И вот Гареев заметил в одном овраге большое скопление техники и живой силы противника. И он, не задумываясь, сразу же пошел в атаку. И так увлекся, что именно в упор начал расстреливать и зашел в самую балку. И прямо уже самолет ниже оказался кромки этой балки. По нашему самолету открыли огонь большой. Уже я отстреливался то с одной стороны, то с другой. И в этот момент
Муса уже закончил атаку, выскочил и спрашивает: ну как, Сашок? Я говорю: все в порядке. Он: ну, поработали на славу, сейчас придем домой. И действительно пришли домой. Эта машина вывозила их из таких передряг, что дальше это вообще ни один другой самолет бы просто не смог бы в воздухе держаться. То есть приходили там с половиной хвоста, там нет, раздолбаны. Отец один привез, насчитали 180 пробоин было в самолете. Дырка в крыле 2 квадратных метра было, там снаряд попал. Долетели, все, сели, все нормально. Ну, согласен, что он был штурмовик. То есть это достаточно такая же серьезная и опасная летная профессия, потому что необходимо было на низких высотах, на бреющих полетах, по сути, атаковать вражескую технику. Вот, несмотря на то, что самолет Ил-2 являлся таким достаточно защищенным, прогрессивным самолетом той эпохи. Была масса у него вылетов, и была масса опасных ситуаций, было большое количество подбитой вражеской техники, и в условиях той войны, по большому счету, пацану, да, выстоять и вернуться победителем. С каждым годом река жизни все дальше и дальше уносит нас от невыразимо трудных, горестных и вместе с тем героических лет Великой Отечественной войны. В памяти стираются отдельные штрихи и детали, но она по-прежнему горит и грохочет в наших сердцах. 20 лет он уже командовал звеном эскадрильи. И приходили вот эти мальчики из училищ, которые совсем не умели летать, и которых он уже обучал летному делу и вводил их в строй. И так на протяжении всей жизни. Фронтовая любовь, да, встреча вот именно в период этих вот испытаний, она как-то сближает, и люди гибли, и люди, может быть, жизнь ценили больше, да. Вот молодые, так, зеленые еще, так сказать, ребята появились там. А мама-то уже фронт прошел, ранение уже, потом после из пехоты туда перевели это мастера-оружейника, кладчик парашютов. Вот, и этот, вот, как-то приглянулись друг к дружке. Вот. Близкая дружба наша началась летом, во время нашего отдыха. Тогда по-настоящему и понял я, что дороже этой девушки для меня никого нет. Как-то меня послали в Должанскую проверить, как идет ремонт самолетов. Я разыскал ее. По вечерам мы подолгу бродили в окрестностях станции, собирали цветы, шутили. А однажды, не зная, откуда только смелость взялась, я признался, что люблю ее. И тут же спросил, когда будет наша свадьба. Галя слушала меня молча. На щеках ее заблестели 2 полоски. Она почему-то плакала. «Сейчас война, Муса», — сказала она. «Время ли свадьбы играть?» На войне, Галя, не только воюют. На войне и любят, и ненавидят, и жизнь продолжается. И я никаким фашистам не позволю отнять мое счастье. Они же молодыми встретились. Так ведь редко бывает, да, когда молодыми встретились и всю жизнь принесли вот это чувство. Вот это вот у них было. То есть до последнего. Мама, она очень ласковая. Ну, дед, он как любой мужчина, если там что-то, как сказать, в чем-то не сошлись, бабуся шла первая, скажем так, на примирение. Она всегда говорила, она и рассказывала, так подойдет, ну, голову положит и говорит: Миша, ну ладно, наверное, я была не права. Причем во всем. Мы с первого раза как увидели друг друга и почему-то потянулись друг к другу. И так вот полгода дружили, а через полгода, вот как в фильме «В бой идут одни старики», пошел к командиру полка просить разрешения жениться. Я все говорила: подождем до конца войны. Тогда он говорит: а мы можем не дожить до конца войны. Ну и командир полка сначала: что? А потом подумала, говорит: а что, ребята, молодость один раз бывает. Женитесь. Ну и приказ издали, что вот тогда еще только ему лейтенанта присвоили со старших сержантов. Вот, что лейтенант Гореев женится на старшем сержанте Мигуновой. Вот так. Галина Санна, это, конечно, женщина с большой буквы. Во всех смыслах, начиная
ну, наверное, вот от того, как она относится к детям, к мужу, к профессии, вот это уважение мужа, любовь к детям и к родине. Она же была патриотка, ну, таких, как бы, поискать еще можно. Такого человека. Полет провожала, встречала, работала в части. Ну, и, не знаю, молодыми были, не думали ни о чем плохом. Все равно, только единственное, когда он меня уже в июле 44-го отправлял домой мне рожать, мы всю ночь с ним просидели, обнявшись. Бомбили немцы здорово нас тогда. Это было в Сарабузе, в Крыму. И он плакал. Первый раз я видела, как он плачет. И говорил: не уезжай. Мне уже теперь никого не надо. Только ты не уезжай. Без тебя я погибну. Ну, уехать пришлось все равно. Вот, слава Богу, остался живым. Когда полком всем уходили, там же, вот даже в кино часто показывают, там, все радиопереговоры выводились на репродуктор, который стоял. И вся аэродромная команда, кому можно было, кто нельзя, кто рядом, все слушали, что там делается. Вот моя рация, говорит, постоянно, и слушали, что происходит. А там вообще и крики, и ругань там идет. Ну, папа, за всю жизнь я от него не слышу ни одного, не то что мать, вообще такого грубого слова, оскорбительного такого, в принципе, не было никогда. Но мама говорит, что там момент вот, воздушного боя мог этот выпалить. Я, говорит, когда потом возвращаюсь, это сам Муса говорит, ты ругался там? Я, говорит, нет, говорит, ни за что. Ну, это известный все феномен. Ты попадаешь в такую стрессовую ситуацию, он что-то делает, а потом даже сам от себя в этом отчета не дает. Группа, когда отрабатывает над целью, самолет собирается, уходит на аэродром, а я должен оставаться один на один над целью, не меняя высоты, скорости и направления, должен был фотографировать результаты своей работы. Наш самолет был поставлен аппарат плановой съемки, чтобы фотографировать результаты работы. И вот после того, как группа отработает цель, мы заходили на цель и на определенной высоте, без маневра, при обстреле зениток, и иногда даже истребители противника. Но Гореев проходил над целью, выполнял задание, несмотря ни на что, и когда уже выполнит, тогда или вступали в бой с истребителем, но всегда мы выходили с победой. О Горееве можно говорить много, и как о человеке, таком простом, ну, задушевном. И как командир он был требовательный, но очень внимательный, чуткий к своим подчиненным. За это и уважали его все товарищи. Ну, к этому я был готов в любую минуту. Также были готовы к этому и мои друзья. Да, сколько мы потеряли вот так своих друзей, замечательных людей. Ведь это самое дорогое в жизни – боевые друзья. Я Саша рассказывал, говорит, осмотрительность была невероятная буквально. Уже я вот в стрелках сижу лицом к хвосту, я, собственно, тоже, а с хвоста всегда атакуют, заходят. Я должен все видеть. А он, говорит, за бронеспинкой, говорит, что там лицом вперед, ему там управлять полетом надо. Слышу, по переговорам строишь, Саша слева низу мессера, говорит. Снизу. Я говорю, ну, действительно там, говорит, действительно идут. Говорит. Как он это видел, я не знаю. День Победы, представь себе, встретил я в Москве. Столица встречает нас радостно. Москвичи спрашивают, когда кончится война. Отвечаем односложно – скоро. Когда за окнами начало рассветать, мы легли спать. Только задремали, нас разбудили. Слышите, сынки, война кончилась. Только что Левитан читал сообщение. От радости обнимаемся и выходим из дома. Улицы полны народу, Москва гудит, у всех счастливые сияющие лица. Победа! Победа!
Где-то поют, где-то смеются, у многих на глазах слезы радости. Вышли они на улицу, и от Шмидтовского проезда до Красной площади почти на руках их донесли люди. Вся Москва вышла на улицы. Как Саша говорил, у него все лицо было в губной помаде, его зацеловали женщины. Вы знаете, ну, такое было. Вот поэтому вот этот такой вот день кануна Дня Победы всегда мы вспоминали и отмечали. А через несколько дней на У-2 они с Сашей Кирьяновым кружились над зеленым полем у Таш-Чешме, подыскивая место для посадки. Муса Гареев возвращался на родину. Коммуналка у нас была перевалочным пунктом. Вот все однополчане там и все прочие, все, кто тогда ни гостиниц, ничего не было, все останавливались у нас. Вот, там неделями, месяцами так жили. И как-то вот эти, ну, буквально с окончания войны там прошло 5-6 лет, они все это прекрасно помнили. И вот все эти разговоры там не собирались, вот все это переживали. И я, естественно, маленький тут крутился, вот это я все впитывал. Я тогда попросил Мусу рассказать о себе. Но Муса скромный, о себе он ничего не хочет говорить. Тогда я попросил рассказать о других летчиках. И вот Муса начал рассказывать о своих товарищах боевых. И вы знаете, скромный. Но когда он рассказывает о героических подвигах своего товарища, он совершенно перерождается. Он превращается в какого-то гения войны, гения победы. И все чувства, которые переживает летчик во время совершения подвига, отражались на Гарееве. Одна изумительная черта. Это какая-то радость хорошему в другом. Вот этой радостью хорошему в другом очень в сильной степени обладает Муса Гареев. Весной состоялась врачебная комиссия, которая принесла много неожиданных волнений и тревог. Это была первая серьезная медицинская комиссия после войны. Меня признали ограниченно годным для службы в боевой авиации и годным лишь для работы во вспомогательной и транспортной. Сколько? 2 академии подряд. Потом там каждая там новая техника какая-то приходила. Вот они обычно ничего не говорил, но иногда это так выплескивалось от радости. Вот, страшно любил вообще все технические новинки, все возможные. Вообще там секрет тогда был, топ-секрет, ничего там нельзя было. Проговорился, что вот их на Ан-12, вот новый самолет появился, вот их мы переучивались. Это 58-59 год был примерно. Вот мы переучились, вот, он сдал экзамен, такой довольный пришел. То есть он, хотя он вроде пилот и летчик, они досконально должны были знать буквально вплоть до последней заклепки все. То есть очень строгие тогда требования предъявлялись. В части особого назначения, все время на спецзаданиях, все секретно. Улетает, месяцами нет. Вот всю жизнь ждала. И он, возвращаясь, всегда вот в какое бы время суток он не вернулся, я вот чувствовала, что это он там внизу хлопнул лифт. Он еще не успеет позвонить, я открываю дверь. Он ставит чемоданчик, такой у нас назывался тревожный, это он, когда по тревоге вызывали, он всегда брал его с собой там с запасом одежды. И говорил: боже мой, какое счастье, я дома. И вот он списали, он в военный транспорт попал, а это был авиационная дивизия особого назначения, так называемая. То есть это там, ну как, частично там обеспечили правительственные всякие, и в основном все возможные, так сказать, тайные операции были. А там у них вообще был обет молчания, Амета, и он до конца дней молчал.
иногда такого прорывал, там что-то там рассказывал такое, кое-что знаем. Такие вещи там это на уровне фантастики, конечно. Потому что они были везде, кроме Америки и Австралии. Списали его там где-то в 1964-м уже полностью. Это 42 года. Это вообще, в принципе, самый расцвет. Так очень тяжело было. Ехали в Таш-Чешму, когда здесь его друзья еще, ведь многие друзья еще по довоенным годам аэроклубовские встретили и говорят, что у него мертвое лицо, мертвые глаза. Ну, в общем, быстренько организовали, отвезли нас в Таш-Чешму. Первые недели, примерно дней 10, он вообще лежал, приходил в себя. Потом потихоньку начали выходить. Там же необыкновенно красиво. Эти поляне, хлеба такие растут, лес рядом, все. Начал оживать. И вот потом все дальше. Речка там в 8 километрах базы, вот туда уже стали ходить. А потом уже начали с ним, я говорю, давай потихоньку. Сестре там дрова пилить начали и прочее. В общем, вот за 2 месяца он поднялся. Если человеку сказали, что ты больше не можешь летать, и тебе необходимо там заняться какой-то земной деятельностью, то есть, понятно, ты с этим миришься, но это всегда больно. Это всегда больно привыкать. И вообще, если летчик, он должен постоянно летать. Предлагали штабную работу, но он категорически не отказывался. Он не мог, он же боевой летчик. И тут ему предложили вот ДОСААФ, вот это живое дело, только тем более с авиацией как-то связано, все прочее. Вот, и вот он согласился. Давно прошло это время, а словно было вчера. Будто и не было страшной и долгой войны, многих лет учебы в академиях и этого последнего моего рейса с вынужденной посадкой во Львове. С 40-го вылета прошел уже не 1 год. Я переехал в Уфу, работаю председателем Республиканского комитета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Чувствую себя полезным и нужным обществу человеком. Встречаюсь с молодежью, участвую в подготовке будущих воинов к службе в рядах советской армии, в военно-патриотическом воспитании. Часто бываю в авиаспортклубах, на аэродромах, и это приносит мне много радости, удовлетворения в жизни. Все технические виды спорта от Башкирии уже гремели там по стране и на международном уровне, все представители. Там, начиная там, от мотоспорта там, там, парашютисты, там, летчики, все было на очень высоком уровне. Не считая всего остального, просто мало кто знает, это подготовка там, водителей, там, радиоспециалистов, все прочее, там мощная инфраструктура была. Он пришел на должность председателя ДОСААФ это в 1965 году. Я думаю, что ему здесь было интересно, потому что все же быть председателем 12 лет – это достаточно серьезный достаточно срок. И в то время, когда он был, ДОСААФ на самом деле был на подъеме, на очень серьезном подъеме. Конечно, было сложно. А тут еще и, когда тебе не разрешили летать, да, и тут еще и какой-то пенсионный возраст, и нужно все понять. Он же достаточно рано ушел, да, то есть Муса Гайсинович уволился из ДОСААФ в 1977 году, а в 1987 году, через 10 лет, он уже умер. Видимо, от того, что мы разные по характеру люди, я слишком открытая, такая общительная, открытая, а он такой человек сдержанный очень. Наверное, поэтому и сумели прожить 44 года вместе до самого конца. На счастье, дети такими же скромными, как он, были. Вы знаете, вот заканчивали школу, и никто в школе не знал, что отец дважды герой. Муса Гареев прожил всего 65 лет. Умер в Уфе. Но когда думаешь о том, что в огненные дни и ночи жестокой войны он совершил на штурмовике 250 боевых вылетов, каждый из которых в любой момент мог оказаться последним, понимаешь истинную цену этой жизни. В Уфе на бульваре Славы на высоком гранитном постаменте установлен бронзовый бюст дважды героя, перенесенный в 1967 году из родной деревни Мусы Гайсиновича Илякшиде. На доме номер 4 по улице Энгельса, где жил герой, имеется мемориальная доска.
Могила Гареева в Парке Победы на берегу Белой. Его имя носит пассажирский теплоход.